Всем привет! С вами опять компания «Все для сварки». В этом видео подробно рассмотрим паспорт пропанового баллона. Паспорт на пропановом баллоне представляет собой алюминиевое кольцо, прикрепленное к горловине баллона. Вот, пожалуйста. В процессе работы часто сталкиваемся с тем, что наши клиенты не могут прочитать паспорт баллона, определить его год выпуска и, соответственно, возраст. Возраст баллона критически важен для понимания годности баллона к эксплуатации. По действующим нормативным документам, предельный возраст баллонов, допускаемых к работе и обращению, составляет 40 лет. Соответственно, баллоны возрастом старше 40 лет к дальнейшей эксплуатации не допускаются и подлежат утилизации. Также довольно важно знать вес пустого баллона для того, чтобы недобросовестные поставщики не могли продать баллон с недовесом газа. Вес пустых пропановых баллонов может варьироваться в довольно широких пределах, от приблизительно 21 кг до почти 24 кг. А сейчас появились баллоны белорусского производства с уменьшенной толщиной стенки и меньшим весом, от 17,5 до 19 кг. Таким образом, даже заправленный по правилам баллон может иметь вес брутто, различающийся на 5 кг, и в этом не будет никакого подвоха. Ранее нормой заправки был 21 кг газа, сейчас поставщиков стало больше, и заправка в 20 кг не редкость. В любом случае, менее 20 кг газа в баллоне быть не должно. Баллон по правилам заправляется не под завязку, а на 2/3-3/4. Остаток составляет так называемая паровая подушка, которая компенсирует расширение газа в баллоне и предотвращает взрыв. Таким образом, если вы слышите переливание и бултыхание жидкости в полном баллоне, это нормально. Итак, давайте внимательно рассмотрим паспорт баллона. Каждый баллон имеет порядковый номер, который ему присваивается на заводе. Находится на паспорте. Находим на паспорте латинскую букву N, в данном случае N, и цифры, следующие правее нее. Это и есть порядковый номер данного баллона. 013-379. Как правило, правее номера таким же шрифтом выбита дата выпуска. Вот. Первая цифра — это месяц изготовления. Далее следующие две цифры — это год изготовления. И последние две цифры — год следующего освидетельствования. Обратите внимание еще раз. Шрифт одинаковый, что в номере баллона, что в испытании. Далее смотрим вес пустого баллона. Вес пустого баллона 22,2 килограмма. Вместо массы пустого баллона может стоять МП. Это допустимо. Значит, масса пустого баллона то же самое. Далее вес баллона с газом. Правее. В данном случае это максимальный вес. Максимально допустимый вес полного баллона 43,9 килограмма. Может стоять МГ. Более указанного веса баллон заправлять запрещено. Также на паспорте баллона находится название производителя или его товарный знак. В данном случае Уралвагонзавод. Далее рабочее давление баллона 1,6 мегапаскаль или 16 атмосфер. Поверочное давление, буква И, значит испытательное, 2,5 мегапаскаля или 25 атмосфер. Объем баллона 50,4 литра. Тип баллона и ГОСТ, согласно которого он изготовлен. Кроме всего прочего, на паспорте могут быть набиты даты многочисленных испытаний. Особенно это касается старых баллонов. Важно не спутать дату изготовления с датой очередного испытания. Дата изготовления следует сразу за номером и набита одним и тем же шрифтом. В данном случае номер баллона
И его изготовление дата февраль 79 года. Вот все вот эти вот многочисленные цифры — это даты испытаний. Данный баллон подлежит утилизации, как выработавший 40-летний срок. А этот баллон современного российского производства, его номер порядковый 025 535, а выпущен он в феврале 2005 года. Смотрим. Масса пустого баллона 22,2 килограмма. Масса баллона с газом максимальная 43,7 килограмма. Еще пример паспорта баллона. Порядковый номер, в данном случае 966 897. И дата выпуска июль 89 года. Масса баллона с газом 44 килограмма, максимальная, подчеркиваю. Масса пустого баллона 22,3 килограмма. Если паспорт сильно загрязнен, то его нужно попробовать очистить тряпкой и чистящим средством, как в данном случае очень грязный паспорт. В самом тяжелом случае почистить мелкой наждачкой. Еще пример плохо читаемого паспорта. Покрыт грязью, пылью. Год еще можно увидеть, январь 81-го. Надеемся, что этот ролик оказался полезным для вас. Пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания.